Поначалу это было просто поселок, как переправа между большими станциями. Тут меняли лошадей, такая небольшая деревушка была. Затем называлась она Змеиная. Поселок назывался Змеиная. Почему называлась Змеиная? У нас даже сейчас до сих пор очень много водится змей. И есть такое поверье, что у нас жил старец, который, мог колдовать, да, там что-то вот, как знахарь. И он пообещал, что освободит вот эту вот деревню за одну ночь от змей. И ушел на северные сопки, в лес со своим посохом, воткнул посох в землю, произнес какое-то заклинание, к нему стали сползаться все змеи в округе. Но единственная фраза его была, что змей не будет 100 лет. Ровно 100 лет. И действительно, после того, как наш город отметил вековой юбилей, змеи стали опять появляться в городе. Посетил нас министр путей сообщения Рухлов. Ему очень понравился этот поселок, но очень удивился, почему нет в поселке церкви. И он пожертвовал по тем временам крупную сумму денег, 10 тысяч рублей. Жители поселка Рухлова всеобщим мнением пришли к всеобщему мнению и переименовали поселок Змеиное в поселок Рухлово. Но это уже был железнодорожный узел. Поселок Рухлово получил железнодорожное название станция Невер-1. Большой Невер от Авенкийского, большой Левер – это болото, болотистая местность, то есть большое болото, скажем. И получила свое название город Сковородино в честь первого председателя Афанасия Сковородина. Да, в нашем музее хранится паспортная книжка Афанасия Сковородина. Что примечательно, в своей должности председателем совета, да, поселкового совета городского, он пробыл буквально 1 день и был расстрелян японскими интервентами при защите личных интересов одного из жителей города. Так, нам вот туда надо, наверное, по-моему. Но могу ошибаться, заблудилась. Георгий Дмитриевич. Сервал Базино? Он в Базино едет? Да. Нет, Джалинду сначала. Джалинду, я извиняюсь. Джалинду. Да, мы сейчас Джалинду посмотрим сверху вот этот вот на утес, видный, на утес. Поехали, все. Давай, вы за нами. Все, понял. Мы с вами находимся в одном из древнейших сел Амура из Сковородинского района. Это село Джалинда. Оно основано в 1858 году. Джалинда в переводе с авенкийского «джали» – «таймень». Приехали его осваивать казаки из Забайкалья, 46 семей. Выбрали очень удачное место, так как берег реки Амура находится на возвышенности, и в сезоны наводнения, то есть село не подтапливало. Наш Джалиндинский утес, наш природный памятник. Перед Джалиндинским утесом вы можете увидеть, как впадает река Большой Невер в реку Амур. Джалинда – это пограничное село. Напротив находится, как мы видим, Китай. Джалинда находится в 460 километров от Неринги, от угольной столицы Якутии, от угольной столицы Дальнего Востока. Но в перспективе мы смотрим, что здесь будет переход железнодорожный в сторону Китая. И в частности, в настоящее время мы возим наши угли в экспорт. Это
порт Восточный, 1960 километров в городе Находка, 2000 километров это станция Градекова, Суйфенхе, которая находится возле города Уссурийска, и возим Ванина, это где-то 1800 километров, тоже с Неринги. Поэтому налицо тут по расстоянию экономическая составляющая и большие перспективы не только перевозки углей, но и других генеральных грузов, наверное, руды, наверное, удобрений и других наших полезных ископаемых, которые могли принести пользу экономике Республики Саха-Якутия. Село называлось Джалинда, но также это село был и железнодорожный узел. Назывался он станция Рейново. В 1908 году была построена Рейновская ветка, которая соединяла станцию Невер-1, поселок Рухлово, нынче город Сковородино, и станцию Рейново, нынче село Джалинда. И также вы можете увидеть очень интересную достопримечательность, которая осталась еще с тех годов, с 1908 года. Это водонапорная башня, у которой заправляли паровозы перед следованием. Примечательно еще и то, что село Джалинда посещали очень значимые люди Российской империи в то время. Это и Антон Павлович Чехов. Есть даже такое поверье, былина, рассказ о том, что когда Антон Павлович Чехов прибыл в село Джалинда на теплоходе «Ермак», у местной попадьи были тяжелые роды. Все мы прекрасно знаем, что Антон Павлович у нас не только известный наш писатель, но и врач по образованию. И вот старожилы рассказывали о том, что он помогал родовспоможению попадье. Да, были удачные роды. Спас жизнь и попадье, и ребенку. Ну и также посещал Джалинду при сплаве, будучи цесаревичем Николай II. Проект железнодорожного пограничного перехода Джалинда-Махе у нас поднимается начало 2000-х годов. И сейчас, в настоящее время, как мы видим, строится, и мы видим, что строится будущий терминал, будущая инфраструктура и с китайской стороны, и с российской стороны.